Ассаламу алейкум, в эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. У нас сегодня в гостях уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Салтаев. Мансур Машвол. Как все знаем, накануне мы будем все праздновать день рождения героя России, первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова. И история хорошо запомнила его героические шаги по защите прав человека. Мансур, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот та база, которую задал Ахмад Хаджи, она сегодня основополагающая в нашей республике? Да, Хамзат, она основополагающая. Ахмад Хаджи Кадыров, Далазут Обалдольсон, я всегда об этом говорю, является человеком, который стал первым правозащитником чеченского народа. Мы помним начало 2000-х, 90-е годы, когда Ахмад Хаджи Кадыров, особенно конец 90-х, когда Ахмад Хаджи Кадыров сделал все, чтобы обезопасить свой многострадальный народ. Мы помним то лихолетие, когда чеченская земля, чеченский народ был, можно сказать, ввергнут в жернова ада, когда внутренние враги и внешние враги сделали все, чтобы использовать чеченский народ в своих интересах. Мы прекрасно помним, как в начале 2000-х в Чеченской Республике пытались якобы защищать права человека различные международные организации, такие как Human Rights Watch и тому подобных. Но на сегодняшний день мы видим, когда мировая политика нам ясно показывает, что такие организации, они не имеют никакого под собой реального объема работы, они не помогают людям, которые сегодня элементарно нуждаются в помощи в Палестине. Но тогда Ахмад Хаджи Кадыров пытался это донести до людей, что только чеченский народ, что только центр вместе с руководством республики может решить проблему прав человека Чеченской Республики, да и не только. Вот как вы думаете, сегодня, если мы взглянем назад, чтобы в дальнейшем этого не было бы, чтобы все-таки люди верили бы в первую очередь своим лидерам, что нужно делать? Сегодня мы понимаем, что путь великого чеченского сына Ахмада Абдулхамидовича Кадырова заложен не на года, не на столетия, а на всю историю существования чеченского народа. Путь мира, процветания и созидания чеченского народа. У нас сейчас есть основа. Кто знает историю, тот должен понимать, делая выводы из истории, что чеченский народ, так как сейчас, в безопасности никогда не жил. Сегодня чеченский народ в своих правах защищен. Это самое главное. Для нас понимание того, что сейчас наш народ в своих правах защищен всесторонне, сегодня очень важно. Еще один вопрос касаемо высказывания Ахмада Хаджи по поводу того, что Конституция – это паспорт народа. Как вы могли бы прокомментировать? С приходом Ахмада Хаджи Кадырова, когда он стал руководителем администрации Чеченской Республики, практически все ветви власти начали восстанавливаться в Чеченской Республике. Это правоохранительные органы, суды Чеченской Республики. Его конкретная позиция была в том, чтобы народ определился. И мы знаем, и на выборах, на референдуме свою позицию народ высказал, что хочет остаться в составе Российской Федерации. И также в рамках того, что необходимо было создать Конституцию Чеченской Республики, чтобы защитить чеченский народ. Это самый главный фактор. Как вы думаете, Мансур, какой самый главный урок должен извлечь наше общество, наш народ в целом из того, что мы увидели за последние 25 лет? Чеченский народ должен изучать свою историю. Очень важно понимание. Мы должны более четче анализировать свое прошлое, к чему мы приходили, когда наш народ периодически использовали. Мы помним нашу историю, мы знаем, сколько кровопролития было на чеченской земле, с какими трудностями в нашем прошлом наши предки сталкивались, что наш народ практически вымирал периодически в истории, когда опять и опять нас использовали. Опять же говорю, и внешние враги, и внутренние враги для своих определенных целей. Наш народ
очень доверчивый народ, очень смелый народ, храбрый народ. И когда определенные лжепатриоты начинают пользоваться патриотическими лозунгами, якобы объединяющий народ, то когда ведется конкретная работа, а я опять же говорю, в истории мы видим, что и Запад периодически принимал участие в этом, и Турция принимала в этом участие, чтобы нагнетать ситуацию и устраивать определенные удары против России через Чеченскую Республику и вообще Северный Кавказ. Периодически. Для развала государственности Российской империи, а также сейчас Российской Федерации. Мы это знаем с истории. Поэтому мы должны понимать, чтобы ни в коем случае мы не должны делать так, чтобы использовали наш народ. Наш народ, опять же говорю, очень доверчивый, пассионарный народ, храбрый народ. И поэтому, понимая это, нас периодически использовали. Многие соратники Ахмада Хаджи утверждали, что одной из главных его целей это было то, чтобы народ получил бы образование. Не только среднее, но и высшее, чтобы люди знали бы свои права, чтобы вот это новое поколение, которое как раз-таки росло к тому моменту, хорошо знали бы букву закона. Как вы считаете, Мансур, если бы люди больше стремились бы изучать свои права, быть образованными, ваша работа стала бы легче? Я думаю, да. Очень важно изучать свои права, понимать элементарно, что мы живем в правовом государстве, изучать законы. Очень важно людям. Мы должны понимать порою, когда люди совершают определенное преступление и говорят, мы не знали об этом, то незнание закона не освобождает от наказания. Мы должны это понимать. Поэтому это очень важный формат. Образование для нашего народа – это один из таких ключевых фундаментов. Очень важно молодежи учиться, получать образование. Очень важно знать свою историю своего народа и делать выводы. Очень важно, чтобы не возвращаться в этот хаос опять и опять. Через каждые 50 лет, Ахмад Хаджи говорил об этом, наш народ использует. И непосредственно в его работе был ключевым моментами были то, чтобы наш народ в будущем не использовали. Заложить этот фундамент, монолит, чтобы мы могли и знали, на что опираться. И вот Ахмад Хаджи Кадыров, сегодня его сын Рамзан Ахмадович Кадыров, сделал все, чтобы сегодня был на чеченской земле мир. И тот фундамент, на который мы можем опираться. Поэтому и я уверен, что и наши потомки будут знать, на что мы должны опираться и как дальше нам жить. Для нас самое главное – это интересы народа. Вот все остальное – это после. Интересы народа на первом месте. Потому что никакие другие лозунги, каких там священных каких-то призваний не могут быть выше интереса чеченского народа. Народ, а все остальное после. И чеченская земля – это самое главное. Вы как очень верный продолжатель пути Ахмада Хаджи Кадырова, наверняка много общаетесь с молодежью. И что бы вы сегодня в первую очередь им пожелали бы в канун предстоящего дня рождения нашего великого лидера? Я молодежь всегда призываю изучать историю, анализировать, думать. Не быть просто потребительскими настроениями, а знать, что молодежь – это будущее Чеченской Республики. Что в будущем, вот сегодня студент, завтра он будет в государственных структурах, будет возглавлять определенные там ведомства и будет делать историю чеченского народа. Чтобы, вот, если ты знаешь историю, если ты анализируешь прошлое, знаешь, через что прошел твой народ, ты сделаешь все, чтобы такое не повторялось. И где бы ты ни находился, ты будешь в первую очередь защищать интересы своего народа. Это очень важно. И я призываю молодежь учиться и знать свою историю. Это самое главное. И любить свою родину. Потому что ближе этого для нас, ближе нашему сердцу, чем наша родина, ничего нету. Наша земля очень многострадальная земля. Тут много крови пролилось наших лучших сынов чеченского народа. Мы порой утеряли цвет нации. Мы должны это понимать. И поэтому мы должны сделать все, чтобы это не повторялось.
Дарья Сол, что пришел и поделился с нами своими мыслями. И хочется пожелать тебе успехов, удачи в твоей деятельности. И еще раз поздравить всех нас с предстоящим днем рождения Ахмада Хаджи Кадырова. Это была программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях был Мансур Салтаев, уполномоченный по правам человека Чеченской Республики.